Добрый день, коллеги! В рамках сегодняшнего вебинара мы с вами рассмотрим индивидуальный образовательный проект «Реализация в рамках ВГОС среднего общего образования». Несколько затрагивая, конечно, и основное общее образование. В этой связи хочется отметить, что эта тема наиболее актуальна именно для среднего общего образования, потому что мы с вами, начиная с сентября 2020 года, все в штатном режиме переходим на реализацию ВГОС среднего общего образования. Пилотная реализация закончилась, и таким образом. Итак, мы говорим о том, что индивидуальный проект вызывает вполне заслуженный интерес со стороны педагогической науки и практики и является дидактическим средством образования. С введением федеральных государственных образовательных стандартов появляется новое понятие проекта и закладывается новое содержание. Это индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающегося, учебное исследование или учебный проект. И индивидуальным проектом должны быть исследовательские работы или проекты, направленные на развитие познавательного и научного мышления детей. Проект, я подчеркну, что это индивидуальная работа, которая позволила бы ребенку самостоятельно отыскать пути достижения цели истины. Новый вид деятельности, который должен помочь обучающимся сделать выбор в пользу той или иной дисциплины, которая в дальнейшем стала бы целью его учебы. И проектная деятельность направляет обучающихся на изучение разнообразных сфер науки, техники и экономики. Этот метод проекта, известный как метод проблем, впервые был сформулирован и подробно описан американским педагогом Уильямом Килпатриком, учеником философа и педагога Джона Дьюи. И в 20-е годы 20 века Уильям Килпатрик предлагал выстроить систему обучения на активной основе через целесообразную деятельность ученика, учитывая его личные интересы и способности. И по мнению Килпатрика, проблема, взятая из реальной жизни, значимая для ученика, мотивирует его на получение новых знаний и самостоятельный поиск информации больше, чем иные методы, применяемые на уроках. На протяжении нескольких десятилетий особое значение для развития человека приобретает умение собирать необходимую информацию, целесообразно пользоваться ей, проводить элементарные исследования, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения, что так актуально в современных условиях развития общества. Всему этому учило такое направление в обучении, как организация научно-исследовательской и проектной деятельности. При организации этой деятельности кардинально меняются функции педагога, он перестает быть основным источником информации для обучающихся и становится организатором их собственной познавательной деятельности. Давайте посмотрим, чем отличается проектная деятельность от исследовательской деятельности в условиях ВГОС. Итак, проектная деятельность обучающегося – это совместная учебно-познавательная деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. При этом непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности. Конечно же, с прописанием основных этапов проектирования и реализации проекта, включая осмысление, рефлексию результатов деятельности. В свою очередь, исследовательская деятельность обучающихся – это деятельность, связанная с решением творческой задачи, заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов. И этапы для исследования в научной сфере – это постановка проблемы, теория, проблематика, подбор методов, практическое владение ими, сбор материала, конечно же, анализ, обобщение, комментарии и некие собственные выводы. Коль скоро так сильно различается понятие проектной исследовательской деятельности обучающихся, то и подход к оценке проектной и исследовательской деятельности будет совершенно иной, и выполнять его обучающиеся индивидуально, парами или небольшой командой учеников.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 1 или 2 лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего, тогда еще полного общего образования, пункт 11 читаем, что индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся, то есть учебное исследование или учебный проект. Что индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя либо же тьютора, об этом мы тоже с вами говорим, по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности. То есть познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, либо иной. В свою очередь, результаты выполнения индивидуального проекта должны отображать сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления, способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности, сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей. Ну и, конечно же, способность постановки целей и формулирования гипотезы, исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных данных и презентация результатов. Темы проектных и исследовательских работ фактически на слайде представлено, какие основные критерии выбора темы. Формулировка темы – это, следует отметить, что визитная карточка исследования. Во-первых, тема должна быть сформулирована по возможности лаконично, а используемые при ее формулировке понятия должны быть логически взаимосвязаны и понятны обучающимся. Исходя из этого вытекает второе. Тема должна быть понятна не только учителю, но и ученику. И третье, формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и еще не исследованного, то есть процесс развития научного познания. И в конце работы тема может, конечно же, несколько подкорректироваться либо измениться. Обосновать актуальность выбора темы исследования, то есть значит объяснить необходимость изучения данной темы в контексте общего процесса научного познания. И главные правила, посмотрите. Тема должна быть актуальна сейчас. Помощь при выборе оказывает научный руководитель. И обязательно должна быть какая-то проблема в данной области исследования. И посмотрите, освещение актуальности, и это важно, не должно быть многословным. Мы говорим от одного абзаца до максимум одной странички. При этом выбрали мы тему, сформулировали проблему. Давайте же поговорим о том, что из себя представляет в целом исследование. Цель исследования – это некий, как вы знаете, конечный результат, который хотел бы достичь исследователь при завершении своей работы. Формулировку цели исследования можно начинать с традиционно принятых слов: выявить, установить, обосновать, уточнить, объяснить, доказать, разработать и так далее. Главная функция современного учителя – это управление процессом обучения, воспитания и развития личности обучающегося. Главная цель в проектной деятельности – это самореализация личности обучающегося на основе полученных исследовательских навыков. И под руководством научного руководителя, конечно же, учителя, происходит развитие личности ученика в 3 направлениях. Это самосовершенствование, самопознание
и самовоспитания. Основные формы представления результатов у нас с вами на слайде. Это стендовый доклад, реферат, компьютерная программа. И причем мы можем с вами представлять результаты как внутри класса по итогам написания проекта, так на какой-нибудь школьной конференции, совещании, собрании, внеклассном мероприятии, на региональном, международном, то есть выходить с этим исследованием, проектом уже на выступлении. При этом посмотрите, в данном случае необходимо развести, что же такое учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося и с точки зрения учителя. Итак, учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы и приложить свои знания. То есть принести пользу, показать публично достигнутый результат. И результат этой деятельности, найденный способ решения проблемы, сформулированный там зачастую самим учащимся, носит всегда практический характер и имеет важное прикладное значение. А учебный проект или исследование с точки зрения учителя – это некое интегративное дидактическое средство развития обучения и воспитания, которое позволяет выработать и развить специфические умения проектирования и исследования и научить проблематизации, управлению собственной познавательной деятельности, поиску и отбору актуальной информации, проведению исследования и представлению результатов и процесса своей деятельности в различных формах. Причем, посмотрите, и плакаты, и макеты, и компьютерные презентации, и модели, и видео, и много-много что еще. То есть, коллеги, я надеюсь, мне удалось сегодня сформировать у вас представление о том, что проект, индивидуальный проект, особенно на уровне среднего общего образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, играет незаменимую роль при формировании метапредметных компетенций и, кроме того, личностных компетенций и, конечно же, функциональной грамотности. Благодарю за внимание. По всем возникающим вопросам можно обращаться